Молдова ратифицировала Конвенцию Совета Европы о предупреждении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием, которая получила название «Стамбульская конвенция». Этот международный документ был принят в Стамбуле, в связи с чем и получил такое название. О плюсах и минусах данного договора рассказала начальник представительства народного адвоката города Камрат Светлана Миронова на семинаре «Борьба с дезинформацией и улучшение понимания Конвенции Совета Европы по предотвращению и борьбе с насилием в отношении женщин и домашнего насилия», организованного Национальным институтом женщин Молдовы равноправия для сотрудников камрадской полиции. Конвенция Совета Европы о предупреждении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием называется Стамбульская, потому что была принята в Стамбуле. Плюс в чем? Что впервые, скажем так, эта конвенция действительно определила обязательные меры для государств-участников, которые определяют необходимость, то есть обязательство государства предотвращать насилие в семье. Скажу сразу несколько подводных камней, которые вы, возможно, слышали и которые могут влиять на понимание этой конвенции. Значит, во-первых, в этой конвенции впервые было, скажем так, четко установлено понятие гендер. Звучит как социально закрепленные роли, поведение, деятельность, характеристики, которые определенное общество рассматривает как соответствующие женщинам и мужчинам. Все, только с этого, скажем так, контекста было использовано, что есть, то есть международное законодательство признает, что мужчины и женщины, в принципе, играют разные роли. И давайте прямо скажем, что, в принципе, одно время перестали говорить о том, что мужчины и женщины отличаются друг от друга, но отличаются, реально. И не только физически, но и психологически, умственно. У нас реально, скажем так, разная скорость реакции. Даже некоторым наговорила, что почему очень часто дома муж и жена ссорятся, что жена говорит: ты меня не понимаешь. Потому что у нас количество слов, которые мы говорим в день, разное. Я сейчас, может быть, не вспомню точно по количеству, но, например, мужчине в день достаточно сказать 3000 слов, а женщине 8. Мужчина за день наговорился, ему уже больше ничего не хочется. А жена, как правило, еще хочет поговорить. Цель данного семинара, по словам его организаторов, в доступной форме раскрыть главные направления Стамбульской конвенции. Причины такого подхода отметила в своем интервью Елена Савина, директор Национального института женщин Молдовы «Равноправие». По ее мнению, многими заинтересованными лицами целенаправленно искажаются важные моменты данного договора. Стамбульская конвенция, все мы ее называем Стамбульской, а ведь все дело в ее названии. Это Конвенция Совета Европы по предотвращению борьбы с насилием над женщинами и детьми. Вот это самое главное в ней. Единственное, она предполагает и методы по предотвращению насилия, и способы борьбы. То есть это как еще один инструмент для наших граждан, для наших полицейских по борьбе с насилием, о методах предотвращения, что делать в той или иной ситуации, когда мы видим проявление насилия, как с этим бороться, чтобы люди имели возможность в первую очередь и на органы наши контролирующие, в первую очередь, чтобы они могли предотвратить уже проявление насилия, видя признаки этого насилия, чтобы они могли предотвратить и помочь. В первую очередь, возможно, предварительная беседа с тем, кто проявляет это насилие. Не допустить этого своевременно. Мы ожидаем в первую очередь, что эта конвенция будет более широко использоваться в органах в первую очередь. Эту конвенцию будут знать молодые лидеры, свои права будут знать, соответственно, не допустят нарушения этих прав, не допустят и не только своих нарушений прав, но и посягательства на чужие права. Это тоже очень важно. То есть мы надеемся в первую очередь, что благодаря этой конвенции, принятию Конвенции Совета Европы по борьбе с насилием, в будущем насилие
у нас в стране будет меньше. Конвенция Совета Европы о предупреждении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием является наиболее долгосрочным международным договором, направленным на борьбу с нарушением прав человека. Конвенция призвана сформировать нулевую терпимость в отношении этой формы насилия. Она представляет собой важнейший шаг к тому, чтобы сделать и Европу, и другие регионы мира более безопасным местом для жизни. В принципе, конвенция является продолжением, скажем так, конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин 1994 года. В чем ее основная задача была? Это борьба с насилием, прежде всего. Конвенция призвана сформулировать нулевую терпимость в отношении домашнего насилия. То есть, чтобы сделать, смотрите, Европу, другие регионы мира более безопасным местом для жизни. Как я сказала, еще раз напоминаю, каждая третья женщина сталкивалась с именно домашним насилием. Не насилием на улице, а именно домашним. Кто, скажем так, самым главным принципом этой конвенции является предупреждение насилия, защита жертв, наказание тех, кто совершает подобное насилие. Что требуется от государств? В общем, просто так, стараюсь укоротить. В области предупреждения менять поведение людей, гендерные роли, стереотипы, которые делают насилие в отношении женщин приемлемым. Бьет, значит, любит. То есть этого. Обеспечивать подготовку специалистов, работающих жертвами насилия. Вести просветительскую работу в отношении разных форм насилия и тех травм, к которым она приводит. Включать учебно-педагогический материал по вопросам равенства, образовательные программы всех уровней. Сотрудничать с НПО, СМИ, частным сектором в целях информирования общественности. В области защиты. Обеспечить, чтобы в центре всех осуществляемых мер были потребности безопасных жертв. Создать специальные службы поддержки, предоставляющие медицинскую помощь, психологические и юридические консультации. Создать достаточное количество убежищ, бесплатные круглосуточные линии телефонной помощи. В области уголовного преследования. Обеспечить, чтобы насилие в отношении женщин преследовалось в уголовном порядке. Обеспечить, чтобы акты насилия нельзя было оправдать ссылками на культуру, традицию, религию, так называемые соображения чести. Почему? Потому что, как правило, наши агрессоры что говорят в отношении оправдания? Как правило, не находят причин оправдания своего поведения. Я злюсь, потому что я привязан к тебе. По-моему, ты меня не любишь. Это у нас принято. Я привык к такому поведению с детства. То есть, почему говорю, насилие порождает насилие. Некоторые отрицают проблему. Некоторые мужчины бывают еще хуже. По крайней мере, я ее не бью. Я обидчик, конечно, нет. Я никогда не буду применять насилие по отношению к женщине. Не помню, чтобы я делала это. Отрицание серьезности. Я ее не бил. Мы часто ссоримся, но это у всех происходит. Я не могу себя контролировать. Просто напомню мне эту ситуацию. У меня есть один студент, ну никак он не может выучить и говорит при этом: ну не могу я, вот такой, я всегда вот такой был. И все, вот ты хоть ты тресни рядом. Вот примерно эта же ситуация проявляется в семье. Ну не могу я не взорваться. Отрицание ответственности за проблему. Мы оба выпили, она сама напросилась, она знает, что я ее не люблю, когда со мной так, что я не люблю, когда со мной так разговаривают. Если бы она не следила за мной все время, и некоторые пытаются как бы оправдаться, но это было для меня уроком, я пообещал, что больше не повторится, не знаю, что на меня нашло. Причем, скажем так, очень часто возникают и препятствия принять ответственность. Почему? Потому что мужская гордость не позволяет сознаться в собственных ошибках. Боязнь близких отношений, потому что якобы они делают его уязвимым. Поведенческие модели сформировались в прошлом, то есть в семье. Стыд. Я плохой, вместо вины я сделал что-то не так. Соревнования. Оцениваются его успехи, не принимая во внимание его чувства и страхи. И мужчине нелегко выражать свои чувства. Вот такие вот иногда оправдания и есть. Дальше. Необходимо обеспечить жертвам доступ к специальным мерам защиты в ходе следствия судебного разбирательства и обеспечить, что правоохранительные органы незамедлительно реагировали на просьбы о помощи. Я почему говорю об этом? Потому что именно эта ситуация у нас изменилась. В том смысле, что если раньше, как правило, на телефонные звонки о помощи был примерно один ответ: когда убьет, тогда и приедем. Сегодня такого нет. Ни один уже больше не жалуется, что вот так вот ответили, по крайней мере. И говорят о том, что да, первым приезжает полиция. Конвенция призывает вовлекать в работу по борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием все соответствующие государственные учреждения и службы для того,
чтобы эта деятельность велась скоординированно. Что требуется от государства? Комплексная политика. То есть все абсолютно политики должны быть во всем законодательстве. Ну, я привела пример. В местном публичном управлении сегодня примар ответственен за предотвращение насилия в семье. Социальный работник, социальный ассистент также необходимы как действующие игроки в области предотвращения насилия в семье. За какие деяния должна быть предусмотрена уголовная ответственность? То есть возможно, что у нас все-таки будет изменена и это 201 дальше. За любой вид домашнего насилия, за преследование, сексуальное насилие, включая изнасилование, сексуальное домогательство, принудительные браки, калечащие операции на гениталиях, принудительные аборты, принудительная стерилизация. И будет специально работать, кстати, мы уже под мониторингом реализации этой конвенции. Я напомню, что она у нас вступила в силу 1 мая этого года, чтобы просто-напросто были в курсе. Что в отношении, значит, кстати, конвенция не требует, не толкует понятие семья и не говорит о том, чтобы семья была какой-то другой. Почему? Потому что у нас пока действует Конституция, где прописано, что семья – это союз мужчины и женщины, зарегистрирован в установленном порядке. Когда изменится Конституция, тогда будем говорить иначе. Я сегодня не могу что-то отрицать. Конвенция не требует разрешения однополых браков, не требует вносить изменения в Конституцию, то есть это нигде нет. По вопросам сексуального просвещения, гендерной ориентации в школах. Вот то, что мы с вами сейчас вот на протяжении нескольких дней, значит, видели. Сама конвенция не требует, чтобы детей обучали вопросам сексуальной ориентации или гендерной идентичности. Конвенция продвигает образование без дискриминирующих стереотипов в отношении женщин и мужчин. Скажу сразу, что статья 14 конвенции, сейчас не буду открывать, она действительно говорит о том, чтобы учебные заведения объясняли вопросы равенства между гендерами. Есть такая статья, сразу говорю. Вопрос, наверное, останется в ведении все-таки министерства. В каком контексте будет вот это объяснение? Давайте сразу установим, что вообще любое посещение учебных заведений любыми организациями, как государственными, так и НПО, должно проходить через утверждение в министерстве. Министерство образования. То есть можно сделать вывод, что либо эта компания GenderDoc НПО не обращалась в министерство, вообще просто запустила, скажем так, эту программу, либо они обратились все-таки и прощупали почву. Можно сделать и такой вывод. Реакция, да, общества. То есть насколько общество готово, не готово. И тут уже в контексте, как я вчера ответила и на радио, в контексте наших с вами родительских прав, мы имеем право, согласно Кодексу образования, влиять на образовательные программы. То есть это будет зависеть уже непосредственно от общества, от родителей. Насколько готовы, не готовы и так далее. То есть вопросы дискриминации, предотвращения дискриминации, это 100% да. Необходимо. Почему? Потому что при всем том, что у нас говорят, что дискриминации нет, она у нас есть. И мы даже, знаете, по такому маленькому, может быть, примеру скажу, буквально недавно делали анализ доступа к правосудию у нас непосредственно в регионе. И было два эксперта, я и эксперт с Кишинева. Так вот, эксперт отказалась вписывать свою фамилию. Знаете почему? Только потому, что в этот доклад, который, в принципе, был ею составлен. Потому что в этом докладе звучала мысль, что все-таки у нас дискриминация по языковому принципу есть. И этот эксперт посчитала, что нет такого. Но знаете, когда для того, чтобы понять ситуацию, нужно в нее опуститься. А оттуда не видно. Просто-напросто. Поэтому можно сделать и такую. Точно так же у нас есть дискриминация, действительно, до сих пор есть дискриминация по гендерному признаку
Ну, вспомним хорошо, да, в государственном учреждении, скажем так, ту же молодую женщину с явным состоянием беременности, ее на работу возьмут, но скрипя зубами. Но в частном секторе, как правило, нет. И это до сих пор. Когда у нас в частном секторе один из банков, Камрате, кстати, прописал условия, несколько лет назад, прописал условия, что при поступлении на работу она не имеет права 2 года беременеть. Правда, да, не прописана была ответственность, но предполагалось, что ее просто уволят. Но это прямо в договоре было? Прямо в договоре. Но самое, скажем так, обидное, знаете, в чем? Я как-то проводила, скажем так, обсуждение этой ситуации сугубо в женской среде. Это были учителя, педагоги. И спросила, кто из них пойдет обжаловать этот договор. Ни одна. Вот меня больше всего это поразило. То, что наши люди не хотят защищать себя. А здесь очень просто решалась бы эта ситуация. Надо было этот договор заключить. С этим договором инспекцию труда это условие просто вылетает. Все. А большая часть отвечали, ну если мне поставят такое условие, я просто-напросто развернусь и уйду искать другую работу. Вот вам дискриминация, то есть на ровном месте вроде бы. Я уже не говорю дискриминация по национальному признаку. Да, может быть, с расовой у нас пока еще, скажем так, мы все здесь одного цвета кожи. Но в последнее время, благодаря миграции, у нас уже, в том числе и в Молдове, есть представители других рас. И как мы относимся? У нас дискриминация есть. И вот в этом отношении, да, действительно согласна, чтобы, согласно этих положений конвенции, необходимо работать на любом уровне для того, чтобы не было этих проблем. Насилие в отношении женщин рассматривается в конвенции как нарушение прав человека и как форма дискриминации. Это означает, что если государство не реагирует на него соответствующим образом, то на них возлагается ответственность за такое насилие. Я могу сказать, что, конечно, есть определенные сложности, но больше и интерес. Почему? Потому что здесь идет реальный обмен на теорией и практикой. Почему? Потому что мы со своей стороны знаем абсолютно, скажем так, все законодательные моменты, связанные с предупреждением насилия в семье, а непосредственно сотрудники полиции осуществляют полный, скажем так, контроль по предотвращению насилия в семье. То есть реально они сталкиваются с теми или иными проблемами, которые усложняют их деятельность, в том числе, к сожалению, это случаи не всегда корректного исполнения другими ответственными органами своих обязанностей, конечно, приводит к некоторому разочарованию, то, что и можно увидеть и услышать со стороны сотрудников полиции. Поэтому как раз-то и был сделан акцент, что полиция сегодня оказалась чуть ли не одна как активный игрок в этой области, потому что все остальные легко, скажем так, объясняют свои недоработки отсутствием финансов, отсутствием кадровых ресурсов и так далее. Полиция этого не может сказать, потому что закон четко определяет, что они именно должны делать. И последствия осуждения в Европейском суде по правам человека Молдовы как раз-то и показали проблемы нашего государства в этой области. Поэтому можно сказать, что больше это все-таки полностью сказать, что трудно, нет. Потому что, естественно, нужно к этому быть готовым, и нужно готовым быть к изменениям. Я напомню, что представитель Офиса народного адвоката входит в межминистерский комитет по предупреждению насилия в семье, и как раз там можно быстрее, скажем так, донести до заинтересованных государственных органов, компетентных государственных органов те проблемы, о которых говорят. Проблемы не в теоретическом плане, проблемы в плане исполнения, то есть не всегда работают механизмы по исполнению законодательных требований, то есть наталкиваются на как субъективные, так и объективные противоречия. Поэтому, естественно, что выявление этих противоречий как раз-то является задачей центральных органов власти для того, чтобы разрабатывать как можно более эффективные механизмы. Предполагается, что все будут работать, опять же, в этой области.
Министерство труда, Министерство здравоохранения, образования, внутренних дел, юстиции и Межминистерский координационный совет в области предупреждения пресечения насилия в семье, куда входят наши коллеги из Офиса народного адвоката. На территориальном уровне те же самые практически, и плюс центры службы помощи защиты жертв насилия в семье, то, что у нас Кирсово создали, центры помощи консультирования семейных агрессоров, пока нет. Ну, их основная задача для это они открывались, и финансирования не имеют. Они не имеют финансирования, кстати, как для беженцев, просто, чтобы были в курсе. Они просто-напросто, те люди, они же принимают там только женщин с маленькими детьми, просто, под этой маркой, под насилие. Тем не менее, они обязаны, их основная задача это предотвращение на уровне насилия. Значит, согласно этой инструкции, прежде всего служба 112, по идее, но давайте будем прямо говорить, что это вы должны будете оценивать риски. Единственный момент, который, скажем так, с чем мы будем не согласны, это то, что эти риски должны быть оценены либо немедленно, либо максимум в течение 24 часов. То есть вот этот срок 24 часа делает возможным любые действия в отношении жертвы. То есть, а будет ли она жива еще за эти 24 часа, мы не знаем. Поэтому необходимо, на мой взгляд, оценивать сразу. В том числе в том случае, когда есть высокий риск. Специалист, который будет содействовать потерпевшим, обязан незамедлительно сообщить полицию, территориальную структуру о случившемся, орган социальной помощи, и в медико-санитарное учреждение по необходимости. Действия. Значит, специалисты социальной помощи должны информировать жертву об услугах поддержки в соответствии с законом 137 о реабилитации жертв преступлений, кстати. Будет работать этот закон. И направлять в территориальный офис юридической помощи, гарантированный государством. Помогать получить охранный ордер, я имею в виду меры защиты. Но обращаю внимание, здесь действуют сроки. Инструкция предполагает, что полиция в течение 3 дней обращается в офис юридической помощи, и офис решает в течение 3 дней тоже. То есть получается уже 6 дней. Я думаю, что вы скажете о том, что эти сроки тоже необходимо сократить. Слишком много. Слишком долго, точнее. Дальше. Суд незамедлительно должен уведомить орган полиции о случае применения электронного контроля орган пробации. Вот, согласно инструкции прописано. Незамедлительно информировать агрессора о принятых мерах. Орган пробации применяет электронный мониторинг, если суд вынес охранный ордер, значит, в отношении всех мер. Жертва или, в зависимости от обстоятельств, тоже могут ее носить. В случае нарушения, опять же, в инструкции прописано. Орган пробации немедленно уведомляет об этом полиции. Полиция информирует жертву о приближении агрессора. Кто еще вмешивается? Значит, и что нужно сотрудникам полиции для того, чтобы окончательно решить ситуацию? Если у жертвы есть дети, то есть, да, агрессора из дома удалили. Если есть дети, незамедлительно обращаемся к примару. Орган опеки – это примар, согласно закону 140 о социальной защите детей в ситуации риска. То есть тут примар уже обязан предпринять все необходимое для того, чтобы либо дети не оставались одни, либо другие ситуации. Если у жертвы есть на содержании взрослое лицо, которое нуждается в посторонней помощи, ну, есть лежачий больной, например, да, в этом случае нужно обратиться к социальному ассистенту, либо, особенно если у этого человека есть, либо у жертвы, либо у агрессора, обратите внимание, есть признаки психического заболевания, значит, необходимо решить вопросы о госпитализации в специализированный стационар. Костюжан. Если установлено, что оба находятся в состоянии алкогольного опьянения, везем в рабочее время к наркологу, нерабочее время врач дежурный из приемного отделения. Обязаны. Значит, готовим предложение в адрес, опять же, вот этого межминистерского комитета и говорим о том, что врачи, медики, согласно инструкции, обязаны это сделать, но не принимают. Обязаны. Только если ДТП, что-то такое, так, нас не принимают. Будут обязаны
вот этот закон уже давно действует. Просто-напросто, давайте скажем так, что до тех пор, пока, ну знаете, как говорят, если о проблеме не говорить, то эта проблема так и остается. Пишем и все остальное. Нет никакой реакции. Это будет писать. Давайте несколько примеров и мне, когда вот не отреагировали. Так, в целом, скажем так, идет, смотрите, в целом, оказание юридической помощи жертве, выдача охранного ордера, обеспечение электронного мониторинга, направление жертвы в центры размещения, лечебно-оздоровительное учреждение, направление жертвы в агентство занятости, СОЗы в сложных случаях межсекторальной группы. И территориальная многопрофильная бригада уже должна будет нести ответственность за наблюдение по случаям домашнего насилия. И в конце концов, значит, опять же, подразумевается, что должны заработать вот эти сайты, на которых будут представлены отчеты и доклады абсолютно всех вот этих вот служб о том, что ими было сделано за последнее время. Вещи не умеют говорить. Такой социальный ролик, продемонстрированный модератором на семинаре для сотрудников полиции, говорит о том, что жертвам насилия нельзя больше молчать, так как они не вещи для удобства, а живые люди, которые имеют право на жизнь без страха и на защиту со стороны государства. Вещи не умеют говорить. Они молчат. Смысл их существования в том, чтобы делать удобной жизнь людей, которые ими пользуются. Нельзя любить вещи. Владелец просто привыкает к своим вещам и сложно с ними расстается. Но это не любовь. Если ты в своем доме молчишь, терпишь, позволяешь, ту же вещь и относится к тебе, исходя из того, какую позицию ты занимаешь как в доме, так и в жизни. Вещи существуют, они живут. Они должны лежать на своих местах, там, куда их положили. Ты же должна стоять крепко на своих ногах. То есть даже такая социальная реклама, она может иногда сработать и помочь человеку. Люди, которые сталкиваются с проблемами выживания, естественно, что они накапливают внутреннюю агрессию, которая куда-то выливается, и, к сожалению, на более слабого, в том числе в семье. Поэтому и государство должно выполнять свою конституционную задачу. Это социальное страхование людей, которые попали в ситуацию риска. В том числе это отсутствие работы, в том числе это отсутствие доходов. Поэтому, конечно же, государство обязано создавать механизмы по социальной защите. Основная задача – это, конечно же, предотвращение случаев насилия в семье. Самое главное и ключевое. То есть обязать государство и на международном уровне, естественно, на внутреннем это проявляется в изменении своего законодательства, в усовершенствовании механизмов по борьбе с насилием в семье. Ну и плюс в чем, что впервые, скажем так, окончательно даются все определения, называются все активные действия, которые должно осуществить государство. Директор Национального института женщин Молдовы Елена Савина поблагодарила доноров за предоставленную возможность проведения данного семинара и отметила, что задача, поставленная организаторами, достигла своего результата. Наш проект создан при поддержке Института по освещению войны и мира
И, в частности, при большой поддержке правительства Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии. Именно благодаря им мы проводим эту деятельность, которая, мы надеемся, улучшит понимание Конвенции Совета Европы в будущем и, соответственно, уменьшит насилие в будущем, уровень насилия по стране. Стамбульская конвенция – это самый масштабный международный договор, специально разработанный для борьбы с насилием в отношении женщин и домашним насилием. Он устанавливает минимальные стандарты для правительств Европы по предотвращению, защите и судебному преследованию за насилие в отношении женщин и домашнее насилие.